Национальный телеканал Ингушетии принял от благотворительного фонда «Тешим» эстафету в марафоне по сдаче крови. Помочь вот таким нехитрым способом хотят многие. Ценные миллилитры действительно спасают жизни. Только вот донором может стать далеко не каждый. Есть много противопоказаний. Репортаж Даны Плиевой. Вместо привычных съемок, эфиров и выездов утром многих сотрудников началось со сдачи крови. Поучаствовать в доброй акции откликнулись все, кому позволило здоровье. Временно сменить кресло ведущей на донорское решила и Хава Султыгова. Плотный график рабочих будней не повод помешать благому делу. Впервые буду участвовать, впервые сдавать кровь. Не скажу, что волнительно, я понимаю, что сейчас тот период, когда это необходимо сделать. Ранее не получалось из-за плотного графика. Сейчас, несмотря на то, что еще за целый день будут еще 2 эфира, но считаю, что это необходимо сделать. Первый пункт в списке после прихода на станцию – проверка температуры, затем выдача бланка. Наличие при себе паспорта обязательно. Работаешь где? На телевидении. Должность. Следом третий кабинет. Необходимо сдать кровь на анализы. Тут же донор может узнать и свою группу. А проверка на гемоглобин, давление и наличие хронических заболеваний уже в 6-м. Операции были? Нет. Хронические заболевания? Нет. Сердце с почками, желудком проблемы? Нет. Лекарства не пьете, не лечите? Инфекционные заболевания за последние 2 месяца не перенесли? Нет. При гепатите или туберкулезе кровь сдавать нельзя. К тому же перед сдачей необходимо соблюсти ряд нехитрых правил. Спать не менее 7 часов. Утром обязательно выпить чай с конфетами или печеньем. Отказаться от жирной, острой и соленой пищи. И только потом можно сесть в донорское кресло. Норма сдачи крови для человека 450 мл. По европейским стандартам она не должна превышать 10% от всей массы тела. Поэтому минимальный вес донора должен быть не меньше 50 кг. Перед тем, как использовать полученную от донора кровь по назначению, ее, как правило, проверяют на наличие вирусов и заболеваний, определяют группу и резус-фактор. Затем помещают в специальную морозильную камеру на полгода до повторных анализов. Вопреки распространенным мифам, эта процедура абсолютно безболезненная, к тому же полезная. За счет старой крови появляется новая кровь, новые красные тельца. Естественно, идет омоложение всего организма, и печени, и мозга, и всего тела, всего. Это плюс. Сдача крови. Хотелось бы сказать большое спасибо и руководителям этих организаций. Их сотрудники провели вот эту работу по сдаче крови. На сегодняшний день кровь – это сложная биологическая ткань, которую невозможно создать ни в одной лаборатории мира. Дать ее может только донор. К слову, если во время процедуры станет плохо, нужно тут же сообщить врачу. Но это большая редкость. Самочувствие отличное. Не больно совершенно. Да, было, конечно, немного волнительно, потому что в первый раз, но впредь я думаю, что буду сдавать кровь чаще. Надо учитывать то, что сейчас очень сложный период, пандемия, мы все понимаем, да, мы этого не ожидали, и банк крови, он должен обновляться, потому что людей, которые нуждаются в крови, их очень много, и я думаю, что та кровь, которую мы сдали, она может оказаться спасительной для кого-то, кто в ней очень сильно нуждается. Для начала было страшно, потому что не знаю, что тебя ожидает, в общем, много чего слышала об этом. Сейчас пришла, лежу, несколько минут уже прошло, но не больно вообще, я скажу. Дело это благое, поэтому всем коллективам сегодня сюда пришли. Тема донорства популярна во все времена. Вместе с нами поучаствовать в сегодняшней акции решили и волонтеры-медики. К примеру, Зарина Хулагова также сдает кровь впервые. Насколько она необходима в экстренной ситуации, узнала несколько месяцев назад. У отца была операция, и у него редкая группа крови, поэтому мы долго искали кровь, то есть были какие-то проблемы. И я считаю своим долгом сегодня тоже как-то помочь так же, как помогли сегодня моему близкому человеку. Чем больше людей начнут сдавать кровь, тем выше гарантия, что в критический момент родным нуждающегося не придется самим заниматься поиском срочно понадобившейся редкой группы крови. Потому наши коллеги намерены и впредь делиться миллилитрами жизненно необходимой жидкости. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.